Строительство Тавриды изменило до неузнаваемости бывшую Бахчисарайскую трассу и жизнь сел, стоящих вдоль нее. Но более всех страдают жители села Приятные Свидания, которые не только терпят серьезные трудности, но и подвергают свою жизнь опасности. Здесь перерыли дорогу и тротуары, оставили людей без нормальной остановки и пешеходного перехода. Больше года местные жители, когда пытаются выехать из села или вернуться домой, играют с огнем и тонут в грязи. На самом деле ужасно обходить. Это вот просто до того, как поставили вот это ограждение, мы должны были идти по дороге. Просто вот день, никого ничего не волновало, мы должны были идти вот вдоль дороги по движущейся трассе. Тут одна грязь кругом была, тоже никого не волновало. Там сами прохожие просто ставили камушки на луже грязи, чтобы можно было дойти до остановки вот той же. Перейти дорогу невозможно. Все это на фоне вот этой жуткой грязи. После этих грузовых машин просто невозможно не ездить, не ходить, особенно если после дождя или после разморозки. Ничего, подумаешь, там походим месяца 2-3 по бездорожью. Все это проходит, зато будет хорошо. Опасно очень. Дети ходят, вот в школу ходят, сейчас хорошо, хоть школьный автобус до туда сделали, вот до конца села. Он туда подъезжает, утром забирает детей. А так очень сложно, честно говоря. Не знаю, когда это прекратится, когда это закончится вообще. Ана остановкаларын Ақметшке болсын, Бақсарай болсын, де яққа ауыстыралар. Енді көзі көрген, көрмеген яшылар olsun, балалар olsun, мектепке, больницаға қатынаймыз андамында машина чоғылығынан бүтін жерлер қазылды, нетті, эбет онда белі балабан іш yapılan. Gazını ауыстыралар, су боруларын ауыстыралар, илақы o қиынlıklarının adamlar da қиынала. Allah göstermesin, енді бір öyle bir halkı neler ölüm da olmadı ama lakin mına енді электричка çıkmağa pek ağır mesele. На этом участке трассы постоянно собираются пробки из-за большого количества машин и ведущихся дорожных работ. Из-за этого перейти дорогу тоже бывает достаточно сложно. Для людей оборудовали временную остановку и пешеходный переход, но чтобы добраться до дома, нужно идти вдоль оживленной трассы и преодолеть немало препятствий. Еще одна трудность – отсутствие всех благ цивилизации. Из-за строительства разрушили торговые объекты вдоль трассы. Во-первых, переломали все магазины, нет аптеки. Правда, магазинчики каким-то образом там открываются, там, здесь, но вот аптеки до сих пор нет. Каждый раз выезжать за лекарствами, это просто нереально. Дорожники обещали местным жителям, что в селе построят виадук – пешеходный переход над трассой. Общая готовность трассы Таврида составляет 85%. Ее планируют ввести в эксплуатацию в конце 2020 года. А до этого Приятному Свиданию надо как-то пережить далеко неприятные проблемы.